В истории каждой страны есть незабываемые даты. Проходят годы, меняются поколения, но остается память о тех событиях, без которых нет подлинной истории. Память об афганской войне не может исчезнуть. То, что вчера было политикой, сегодня становится историей. Афганская война, длившаяся с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года, по своим масштабам занимает скромное место в цепи военных конфликтов. Но по бессмысленности понесенных потерь, моральному ущербу и политическим последствиям равных ей нет. Официально войну в Афганистане называли выполнением интернационального долга. Что это была за война? С чего все началось? В апреле 1978 года в Афганистане произошел переворот. К власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана. Ее лидеры стремились за короткий срок построить социализм в отсталой феодальной стране. Эта политика не встретила поддержки со стороны населения. В ответ на репрессии афганцы взяли за оружие. Сопротивление коммунистам возглавили исламисты. Партизанам, которых называли борцами за веру или маджахедами, помогали США и Пакистан. После неоднократных обращений правительства Афганистана к советскому руководству с просьбой о помощи, в декабре 1979 года правительство СССР приняло решение направить в Афганистан ограниченный контингент советских войск. Им предписывалось защищать местное население от банд, а также распределять продовольствие, горючее и предметы первой необходимости. Решение было принято 12 декабря 1979 года. В ночь на 27 декабря советский десант высадился в столице страны Кабуле и штурмом взял дворец диктатора Амина. На следующее утро в Кабул начали прибывать наши войска. Но через некоторое время наши войска были втянуты в разгоравшуюся гражданскую войну между вооруженными силами Демократической Республики Афганистан и маджахедами и стали ее активными участниками. Ведь в Афганистане, где испокон веков очень сильные племенные традиции, огромную роль играет религия. Ислам – часть культуры и образа жизни народов Афганистана. Никакие пришельцы не в состоянии утвердить на афганской земле иные порядки. Вводя 40-ю армию в Афганистан, советские руководители рассчитывали быстро навести порядок и сделали неверный шаг. 9 страшных лет продолжалась война в Афганистане. Заокеанские стратеги в борьбе за влияние в этом взрывоопасном регионе не жалели средств. Против Союза была объявлена не только информационная война. Широкой рекой текли в Афганистан современные средства ПВО, стрелковое и тяжелое вооружение, средства минной войны. Но главное – деньги. За каждое ухо советского солдата, как за скальп во время покорения Америки, щедро платили. Убийство из засады стало самым прибыльным бизнесом для простого афганца. Эта война называлась необъявленной. За 9 лет советские войска участвовали в 416 плановых боевых операциях. А в это время московское радио и телевидение сообщало о посаженных деревьях, выкопанных советскими войсками арыках и плановых боевых учениях. А оттуда прибывали в села и города цинковые гробы. Ребята уходили служить в армию, и многие родители не знали, что их сыновья отправлены в далекий Афганистан. Все трудности ребята переносили стойко, мужественно, героически. На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джалалабаде выполняли они свой воинский долг. Они попадали в засады и заживо горели в БТРах, глотали пыль дорог под перекрестным огнем пулеметов, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей. 15 февраля 1989 года окончилась эта война, самая длительная из войн, которую вела наша страна в 20 веке. В этот день землю Афганистана покинул последний советский солдат. Когда закончилась война, солдаты и офицеры с чувством выполненного долга вернулись на родную землю. С огромной радостью встречали их отцы и матери, жены и дети, друзья и любимые. А за порогом дома их считали побежденными и старались не говорить об этой войне, как будто ее и не было. Воины-интернационалисты, происшедшие Афган, живут и работают среди нас. Они наша гордость. Нельзя забывать о солдатах этой войны. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война, но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей.
Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той, никем и никому не объявленной, героической и трагической афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского солдата. И если раньше об этих страшных событиях говорили шепотом, то потом появилось много статей, книг об Афгане, в которых раскрывалась страшная правда о войне.